привет! Студия 11 пришла в эфир Юргана, чтобы сделать ярче и насыщеннее этот вторник. Если на день недели вы отреагировали как этот котик, спешу сказать, что любой момент жизни можно сделать по-настоящему запоминающимся. А за этой чередой событий и не заметишь, как настала суббота. Что ж, пришло время доказать мои слова, а заодно и напитаться информацией со знаком «плюс». Анонс программы прямо сейчас. Герои без плащей. В России отмечается профессиональный праздник социального работника. Бескрайняя республика. Северин Арпа прогулялся по Большому Северу. Милосердие, терпение и неравнодушие. Этими качествами должен обладать социальный работник. Ежегодно 8 июня в России отмечается их профессиональный праздник. Наши герои не носят плащей, но это не умаляет их суперсилы. Мы выехали в село Визинга, чтобы познакомиться с представителем непростой профессии и немного больше узнать о жизни работников сферы социальной защиты населения. Сказать наверняка, когда появились первые социальные работники, невозможно. Их именовали миссионерами и благотворителями. Функции соцработника выполняли служители церквей. В истории немало примеров. Ясно одно – и тогда, и сегодня это дело вызывает безмерное уважение. Лариса Пуникова из села Визинга долгое время работала с детьми педагогом дополнительного образования. В какой-то момент решила, что хочет попробовать себя в другой роли. Вот так, 10 лет назад, начался ее путь в социальной сфере. Я сама человек творческий, я люблю всегда что-то новое, что-то изучать, что-то новенькое внедрять, интересное, чтобы людям было весело, интересно. Вот, люблю жить для людей. Помимо нашей героини, здесь трудятся еще 4 человека. Одна большая команда единомышленников, любящих свое дело. Неудивительно, что отделение стало своеобразным местом притяжения для серебряных волонтеров, детей и людей с инвалидностью. Здесь они занимаются, общаются, планируют совместные акции и насыщенно проводят свободное время. Как говорит Лариса, она ни разу не пожалела, что в какой-то момент изменила жизненный вектор. Но в социальной работе, пожалуй, как и везде, есть свои сложности. Я каждый раз думаю, когда приходят ко мне такие мысли, что надо все оставить, и я чаще всего думаю, кто, если не я, да? То есть кому я могу оставить тех людей, которых я сюда, например, привлекла, которым я дарю свою заботу, внимание. То есть многие ведь идут, тоже встречи ждут со мной, да, ждут от меня помощи. То есть я не могу просто так это бросить и сказать: все, до свидания, я ухожу, потому что я устала, или мне надоело, или мне тяжело. То есть я вот как-то стараюсь себя убедить в том, что я им нужна, и вот эта нужность, да, понимание того, что я им нужна, вот оно сподвигает меня дальше. Сегодня по договору социального обслуживания помощь оказывается 31 человеку. Постоянными гостями отделения стали до 500 пенсионеров и инвалидов. Специалистов у нас на данный момент работает 5, но мы бы хотели еще расшириться, чтобы у нас были свои узкие специалисты, логопед, например, специалист по ЛФК. И совсем скоро социально-реабилитационное отделение станет богаче на еще одно помещение. Его специалисты планируют превратить в трудовую мастерскую. Лазурным пляжем нет, мы скажем, а поедем лучше в Кажем. Еще придумала. Мачу-Пикчу, что в Перу, нам совсем не интересен. Мы в Помоздино с друзьями лучше рыбки в кляре треснем. Ой, это вообще затягивает на самом деле. Вот еще на ум пришло. Если компас не настроен на турецкой сказке «Путь», с навигатором поищем народ таинственный мы чуть. Такие строчки может придумать каждый, кто отдал предпочтение внутреннему туризму. Ведь в Коми немало мест, которые поражают своей красотой и вдохновляют. Вдохновляют на целые программы. У нас в гостях самый народный ведущий Юргана, обаятельный путешественник, так он сам себя просит называть, и ведущий программы «Большой Север» Северин Арпа. Привет. Привет, да. Ну, интересная такая подводочка. Да. Ты побывал в 3 районах. Кайгородский, Карткировский, Усть-Куломский. Что больше всего запомнилось? Запомнились какие-то отдельные фрагменты в этих районах, да, потому что каждый из них самобытен, своеобразен. В каждом есть на что посмотреть, на самом деле, да. И если ты настроен на поиски чего-то нового, интересного, то будь уверен, что это обязательно найдется. И для себя тоже много открыл. Какие-то там были некоторые мистические места. Естественно, очень много людей, которые угощали всякими вкусностями, потому что в любой практически населенный пункт приедешь, там местные жители, спасибо им большое, всегда давайте нам
за стол попробуем это. Очень все вкусно было, да. Коми-кухни я наелся очень на много лет, наверное, вперед. Ну, Коми-народ всегда отличался своим гостеприимством. Ну, как я понимаю, это были все-таки поездки зимние. Ну вот, да, поездка в Усть-Куломский район у нас попала как раз на момент, когда еще лежал снег. И поэтому, может быть... Но, тем не менее, это не сказалось на каком-то настроении, не было никаких трудностей особых. Даже больше были какие-то вот моменты такого небольшого экстрима, поэтому... В принципе, все хорошо, даже несмотря на то, что сезон еще такой, да, вот нету той зеленки, как говорится, листочков не было, но все равно вот какая-то такая красота весенняя присутствовала. В общем, снег впечатления не испортим. Летом-то поедешь путешествовать? Ну, это уже, наверное, только в частном порядке, потому что с кем-то познакомился, да, там очень много хороших людей. Кстати, всем большой привет от Большого Севера в районы, да, было очень приятно познакомиться с новыми людьми. Знаю, что изначально ты рассчитывал на одну серию из каждого района. А в итоге получилось, конечно же, больше серий. Почему вот по две? Слишком много всего, о чем рассказать есть? Вот надо отдать должное, что в районах подготовились к встрече, да, и было жалко просто выкидывать эпизоды целые, потому что много интересного мы отсняли, много хорошего материала, который хотелось показать людям, что действительно у нас есть на что посмотреть, есть куда поехать, с кем пообщаться, что попробовать. Поэтому в итоге вылилось все в две серии, да. Вот в Усть-Куломском районе и Карткировске тоже, да. Получилось по 2 серии. Куда поедешь, если не секрет, вот после такого телепутешествия в свое личное? Куда бы съездил еще раз? Честно говоря, обычно это происходит спонтанно, да, например, где-то за месяц. Не знаю, где-то, может быть, по России, скорее всего, да, потому что все-таки сейчас настроены мы больше именно на внутренний туризм, а может и по республике. Сегодня выйдет твой очерк на путешествие по Кайгородскому району. Во сколько ждать? Вот сейчас есть возможность проанонсировать. Да, сегодня можно посмотреть наше путешествие по Кайгородскому району в 20:00 на нашем канале. Я думаю, что будет тоже интересно, потому что там действительно хорошие были места. Опять же, интересные какие-то находки, предметы. Всегда касаешься, когда какой-то старины. Особенно, вот, допустим, Кажемский чугунолитейный завод, Нацпарк Кайгородский тоже, когда ты выходишь в лес, и ты понимаешь, что вот кроме леса вокруг тебя ничего нет. Нет никакой мобильной связи, никакого вот насыщенного информационного поля, как здесь в городе. А там просто ты и природа. И это классно. Все хорошо и люди хорошие. Северин, спасибо, что пришел. С нетерпением ждем выпуска. Ах, жара! Ну где же ты? Хочется уже в босоножках и легком платье рассекать. Хотя... не зря же говорят, что у природы нет плохой погоды. К тому же у 30-градусного тепла тоже есть свои минусы. Постоянно хочется окунуться куда-нибудь, чтобы охладиться. Думаю, понимают меня многие, и не только Homo sapiens. Российская общественная палата предлагает ввести в детских садах и школах уроки экологии, на которых будут учить сортировать мусор. На наш взгляд, отличная инициатива. Чем бережнее мы будем относиться к нашей планете, тем дольше она будет оставаться голубой и зеленой. Отличный пример показывают волонтеры из региональной команды «Молодежка ОНФ». Они приняли участие в федеральном проекте «Чистая Арктика». В рамках этой программы молодые люди навели порядок на границе полярного круга. Про эко-выезд в Усинск рассказал активист команды «Молодежка ОНФ» Александр Рожков. У нас там была возможность облагородить некоторые территории. У нас было 2 локации. Одна локация, там есть памятник полярному кругу. Мы ее реставрировали, сам памятник этот, и все, что вокруг него облагораживали. А вторая локация, это был мототрек, который люди зачастую используют и свозят туда бытовые отходы. Там было очень много шин, покрышек различных, также твердых бытовых отходов. В нашей группе были участники с Сыктывкара, с Москвы прилетали и также с Северного Кавказа. Сегодня мы должны думать о завтрашнем дне. Если мы этим не будем заниматься,
Завтра все будет в мусоре, а мусор, он достаточно, бытовые отходы, они токсичны, они поражают площадь, на которой они находятся, почву, воды. И поэтому, если мы сегодня этим не займемся, завтра мы отравимся. Мы подошли к экватору нашего выпуска. Вернемся совсем скоро со свежими и добрыми новостями. Не переключайтесь. Если вы нас видите и слышите, значит кнопка пульта выбрана правильно. Это программа «Студия 11», и буквально через мгновение мы продолжим наше информационно-позитивное путешествие. Если первую часть нашего забега вы пропустили, наверстать упущенное можно на сайте jurgen.rf. А вот теперь анонс следующей 10-минутки. Волосы цвета снега. Что превратило Норму Бейкер в Мэрилин Монро? Детская преступность, полицейский и психолог в одном флаконе. «Аллилуйя по коме» – кавер-версия на хит всех времен. Считается, что из взрослого населения мира настоящих блондинов и блондинок лишь около 2%. Но этот цвет волос настолько популярен, что многие темноволосые с радостью вступают в ряды светленьких. С помощью окрашиваний, конечно. Не пренебрегала этим и Норма Джин Бейкер. Именно блонд превратил американскую девушку во всемирную звезду Мэрилин Монро. Еще больше фактов о волосах цвета снега блондинка Женя Кладкевич. В каком месяце случилась Октябрьская революция, сколько длилась Столетняя война или же в какой стране изобрели Панаму? Подобные интеллектуальные вопросы нам, обладательницам светлых волос, чаще всего задают шутки ради. А все потому, что самый известный стереотип про блондинок, что мы якобы легкомысленные и глупые. Однако история политики, кинематографа и науки говорит об обратном. Среди талантливых и ученых женщин немало блондинок. Например, писательница Джоан Роулинг, математик Софья Ковалевская или же программист Грейс Хоппер. Интересно, что о блондинках думают жители столицы Коми? Давайте проверим. Верите ли вы в стереотип о блондинках, что они немного легкомысленные? Ну да, конечно. А почему? Ну, создается впечатление такое. То есть у вас были такие живые примеры? Жена такая. Вы в это верите? Нет, конечно. Потому что сегодня может быть блондинка, а завтра уже брюнетка. Ну, блондинки всегда хотят выглядеть красивее, чем они есть на самом деле. Вот. Это хорошо. Это хорошо, конечно, я же плохого не говорю. А знаете ли вы каких-то известных блондинок, актрисы, певицы? Блондинок. Мария Матье... Нет, Мадонна, она была блондинкой. Прекрасно. Мария Матье брюнеткой была. В начале 2000-х шутки про цвет волос настолько надоели белокурым красавицам, что они решили объединить усилия и учредить праздник в свою честь. Своеобразная точка в распространении стереотипов была поставлена в 2001 году в Америке. Женщины-юристы вышли на праздничное шествие. Чуть позже инициативу блондинок поддержала и ЮНЕСКО, благодаря чему в календаре праздников появился и Всемирный день блондинок. В нашей стране отмечать его начали позже, в 2006-м. Одной из самых известных блондинок во всем мире считается Мэрилин Монро. Эталон женской красоты 50-х годов. Актриса и модель. Она очаровывала мужчин и поражала своим талантом. Немногим известно, что блондинкой от рождения Мэрилин не была. Сменить темно-русый на платиново-белый девушка решается ради карьеры. И не зря. Яркий образ блондинки с красными губами становится эталоном красоты, а Мэрилин достается главной роли в культовых картинах. Но кто же она? Самая первая обладательница кос пшеничного цвета. Согласно древнегреческим мифам, ею была Афродита. Там же в Греции зародилась и активная мода на искусственное осветление волос. Один из рецептов того времени предусматривал смешение раствора углекислого калия с желтыми цветами. Гречанки красили волосы этим составом, а затем для пущего эффекта посыпали голову светлой пудрой. С течением времени начали появляться первые профессиональные красители. Однако те, кому не хватало денег на дорогую косметику, использовали подручные средства. Например, перекись водорода, которая хоть и придавала желаемый пепельный оттенок, в то же время сильно портила волосы. Сегодня индустрия красоты шагнула далеко вперед. Осветлить волосы безопасно не составляет труда. К тому же для тех, кто вступил в ряды светловолосых, доступны и различные уходовые средства.
Интересный факт. Натуральный блонд сегодня явление редкое. Если верить ученым, к 2202 году блондинки и вовсе могут исчезнуть, ведь ген белокурых является довольно слабым. Поэтому если в следующий раз вздумаете шутить над блондинками, хорошенько подумайте. А еще лучше вспомните, что цвет волос – это не более чем украшение внешности. Эксперты утверждают, что преступность несовершеннолетних составляет около 10-15% от общего числа. В основном это кражи, нарушение общественного порядка, вымогательства. Почему дети идут на преступления, расскажет наш гость Ольга Литвинова, начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД по республике Коми. Здравствуйте. Добрый день. Часто ли дети идут на преступления и что их на это толкает? К сожалению, да. Очень часто на данный момент по статистике преступность несовершеннолетних у нас увеличилась на 30% по республике Коми. Что служит причиной совершения преступления? В первую очередь это заблуждение, что это безнаказанность. Нет. Каждое преступление несет определенную ответственность. И несовершенное лицо, даже то лицо, которое не достигло у нас возраста уголовной ответственности, помещается у нас либо в ЦВСНП, либо в ЦРЦН. Это, опять же, то, что они думают, что это легкий способ заработать деньги. То есть то, что они украли, они реализуют, продают. Говорят, что таким детям нужен не сколько полицейский, сколько психолог. Вот правда ли это? Ну, в какой-то степени да, потому что вот именно что послужило, что повлекло несовершеннолетнего, чтобы он совершил преступление, какой у него был умысел, какая была причина. В этом действительно надо разбираться специалисту. В свою очередь, сотрудники ПДН, они и являются в какой-то степени психологами. То есть несовершеннолетний в первую очередь общается с инспектором ПДН, который очень часто является не только представляет из себя сотрудника, но другом, может заменить близкого друга, родственником, потому что очень много детей у нас, к сожалению, вот именно совершают преступления из неблагополучных семей, где нету достойного внимания ребенку. Ольга, давайте с вами поговорим о буллинге. Сегодня это понятие достаточно распространенное. Вот если родитель заподозрил, например, учителя или одноклассников своего чада в этом самом буллинге, как-то он может повлиять на эту ситуацию? Конечно, буллинг действительно на данный момент очень серьезная проблема. Развивается у нас сейчас, к сожалению, и кибербуллинг, это буллинг через интернет-сети. Буллинг – это действительно проблема, когда один ребенок, подросток, взрослое лицо поддается агрессии со стороны нескольких граждан, либо детей. Буллинг может начинаться с обыкновенной шутки и дойти до физической даже агрессии. К сожалению, в нашей республике такое присутствует. Если был выявлен такой факт, и ребенок подвергся буллингу, необходимо обратиться к классному руководителю, к соцпедагогу, рассказать родителям, ни в коем случае не скрывать это. В свою очередь родители в обязательном порядке должны сообщить в органы МВД. А что делать, если человек, непричастный к какой-либо семье, знает, например, что насилие над детьми происходит? Условно, сосед за стенкой слышит крики, побои, вот какие-то такие моменты. Если граждане становятся свидетелями таких фактов, даже не соседи, может быть, на улице, гражданин проходит и видит, что происходят какие-либо противоправные действия в отношении ребенка. Гражданину необходимо, в первую очередь, если он в силах, помочь ребенку и, соответственно, в обязательном порядке сообщить в органах внутренних дел. Не оставаться ни в коем случае в стороне и принять участие. Ольга, спасибо вам за ваше дело. Я знаю, что сегодня, 31 мая, вы отмечаете свой профессиональный праздник, и у вас сейчас есть возможность сказать пару слов своим коллегам, которые за дня в день несут такую тяжелую, а порой, наоборот, какие-то приятные моменты, вот эту вот ношу. На эту камеру можно это сделать. Да, действительно, 31 мая отмечается профессиональный праздник, День образования подразделения по делам несовершеннолетних в системах МВД России. В этом году мы отмечаем 87-ю годовщину. В первую очередь я хочу поблагодарить ветеранов нашей службы за их труд, за их опыт, которым они делятся с нами. Кроме этого, я хочу поблагодарить, поздравить действующих сотрудников, которые несут службу на данный момент. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения и благополучия. Спасибо за вашу работу.
Леонард Коэн сочинял «Аллилуйя» на протяжении нескольких лет и написал порядка 80 куплетов, из которых потом выбрал 4. К сожалению, автора произведения не произвело впечатления на публику. Все поменялось, когда трек начал обрастать кавер-версиями, которые покорили многочисленные чарты и превратили «Аллилуйя» в одну из самых любимых, исполняемых и недопонятых композиций всех времен. Думаю, что вы слышали и оригинал, и многочисленные каверы. Но наслаждались ли вы этим творением на коми-языке? В годы Великой Отечественной войны в военных билетах появилась запись «Ездовой оленевод». Олено-транспортные батальоны, сформированные в Ненецком национальном округе Архангельской области и Республики Коми, были включены в состав Карельского фронта. Важнейшими задачами этих подразделений были санитарная эвакуация раненых с полей сражений, доставка грузов, оружия и снарядов. В выставочном зале города Ржев Тверской области открылась выставка «Олено-транспортные батальоны» в снегах Заполярья. Подробности в следующем материале. 2 года назад в Ржеве открыли этот мемориал. На высоком насыпном холме установлена 25-метровая фигура солдата. Имена павших в годы Великой Отечественной войны увековечены на стальных плитах и в мультимедийной экспозиции музейного павильона. Среди защитников этой земли были и уроженцы нашей республики, многие из которых сложили голову при штурме железнодорожной станции Осуга Ржевского района в 1942-м. Несколько лет сюда приезжают активисты Московского землячества Коми, чтобы почтить память и возложить цветы. В этом году совместно с Федеральным финно-угорским культурным центром они открыли в Ржеве выставку об оленно-транспортных батальонах, которые сражались в Заполярье. Инициативу поддержало постоянное представительство республики при президенте России. Уже 7 лет мы практически каждый год приезжаем сюда, чтобы поклониться этим местам. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы жители Ржева, этой ржевской земли, узнали больше о тех людях, которые защищали, воевали здесь, на их территории. Нам хотелось рассказать о нашем Северном крае. И такая уникальная, на мой взгляд, выставка, создана Финно-угорским культурным центром, которая дополняет ту историю о лыжных батальонах, дополняет олено-транспортные батальоны. Это все очень сочетается, и именно здесь, в Ржеве, звучит как-то по-особенному, на мой взгляд. Как воевать в Заполярье в условиях бездорожья? Вермахт построил на Кольском полуострове канатную дорогу длиной 60 километров. Советский Союз действовал иначе. Государственный комитет обороны принял секретное постановление о мобилизации оленеводов и формировании оленно-транспортных батальонов. Бойцы Карельского фронта звали эти формирования арктическими танками, враги – серыми призраками. Олени шли там, где не мог пройти ни один транспорт. Доставляли на передовую грузы и оружие, увозили раненых в тыл.
Оленеводы, в том числе из Коми АССР, воевали прямо в национальной одежде, накинув сверху маск-халаты. Об этой странице истории наш телеканал снял документальный фильм «Оленная армия». На приказ откликнулись все колхозы Ижемского района, в составе которых были оленеводческие бригады. На Карельский фронт отсюда ушло 272 оленевода. Сегодня фамилии и имена героев можно увидеть на плитах на набережной села Ижма. Этот фильм тоже привезли на выставку в Ржев. По словам посетителей, они много узнали впервые. И о Коме, и об олено-транспортных батальонах в Заполярье. И уверены, об этом обязательно нужно рассказывать в школах. Постараемся на эту выставку привлечь максимальное количество людей, чтобы она прошла, прям знаковым моментом была не только в этом году, а в принципе у нас вот во всей нашей патриотической работе. Экспозиция сформирована на основе архивных фотоматериалов из фондов Ижемского и Мурманского музеев, этнокультурного центра Ненецкого автономного округа. После Ржева выставка отправится домой, в Сыктывкар, а в сентябре ее увидят жители Ижемского района. На этом у меня все. Была рада с вами повидаться. Пусть жизнь радует яркими моментами. В эфире была программа «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. Пока.